Друзья, я вас приветствую, Мария Пантелич на связи. Сегодня мы изучим очень важный момент, который вы даже после урока сразу сможете применить. Итак, очень часто вы можете услышать от сербов такой вопрос. Где си, когда они вас приветствуют, когда рады вас слышать? Нет логического объяснения, нет логического ответа, не надо называть свое географическое положение, не надо говорить свой адрес по прописке. Но нужно ответить и как. Вы можете переадресовать «десяти» и, скорее всего, услышите «эво ме». Вот он я. Вот это «эво ме» вы можете тоже ответить сразу на этот вопрос, да? То есть у вас два варианта. Или «эво ме», или «где сети» вы переадресовываете. Так вот, это очень полезная конструкция. Давайте сразу узнаем формулу. Генитив. После эво идет генитив. Я очень часто слышу неправильный вариант. Я вам сейчас их напишу, но произносить не буду. Вот то, что вы видите на экране, так нельзя говорить. Вот он я, по-сербски эво ме. Только так. Как же звучит эта формула с другими? Вот он ты, например. Эво те. Вот он. Эво га. Эво е. Вот она. Эво нас. Вот мы. Эво вас. Вот вы. Эво их. Вот они. Записали. Дальше. Мы можем использовать эту конструкцию не только с местоимениями. Когда мы, например, ваш собеседник что-то искал или какая-то ситуация, вы можете сказать эво твоя книга, вот она твоя книга, я ее нашел, или я тебе ее протягиваю, эво твоя книга. Обратите внимание, да, окончание свойственные генитиву единственного числа женскому роду. Итак, если у вас несколько книг, вы говорите эво твоих книга. Пишем. Эво твоих книга. Стандартные окончания. Узнаем. Но в жизни вы еще можете один момент услышать. Вот я вам сказала, вот он ты, эво те. Но вы наверняка слышали эво ти. Может быть и так, но это другое значение. Это значит вот тебе. Поэтому если вы увидите оба эти варианта, вы можете увидеть в жизни, оба правильные, но разное значение. Теперь вы точно знаете, как надо реагировать на такой популярный, нелогичный сербский вопрос «де си бре».